Волну экономического кризиса почувствовали и предприниматели среднего и малого бизнеса. Но теперь предприимчивые деятели Сибая и районов Зауралья смогут поправить положение собственного дела. Сегодня в Сибае состоялось открытие дополнительного офиса Центра микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на базе бизнес-центра «Деловой мир Зауралья». В рамках этого немаловажного события было подписано трехстороннее соглашение. На сегодняшний момент у нас идет резкий рост именно к этому продукту, которому дали название микрозайм. На сегодняшний момент город Сибай стоит вторым по списку по выдаче микрозаймов в Башкирском Зауралье. Уже сегодня начат прием заявок от предпринимателей малого бизнеса на получение микрозайма по выгодным условиям. К тому же предъявляемые требования к заемщикам невысокие, как в тех же банковских учреждениях. К примеру, одно из условий – это ведение бизнеса как минимум 3 месяца, минимальный набор документов, возможность подать электронную заявку на получение микрозайма, сниженные ставки. Это лишь малая часть преимуществ программы микрофинансирования. Микрозаймы выдаются малому бизнесу в сумме до 1 миллиона рублей на любые цели развития бизнеса. При этом мы не требуем бизнес-план. И по видам деятельности у нас ограничений никаких не установлено. Данный инструмент, он эффективен, он востребован, прежде всего в силу того, что условия здесь достаточно лояльные и льготные. То есть наша процентная ставка фиксирована и составляет от 8 до 5% годовых до 12,5% годовых, в зависимости от вида экономической деятельности. Государственная программа микрофинансирования субъектов малого предпринимательства существует с 2009 года. На сегодняшний день в республике успешно работают 9 дополнительных офисов. Открывшийся сегодня в Сибае офис стал 10-м по счету. Очень часто оборотных средств не хватает предпринимателям. Вот 300, 400, 500, миллион рублей, они как раз вот на срок до года являются вот таким вот дополнительным преимуществом при реализации идей, мероприятий, проектов. В рамках госпрограммы микрофинансирования в республике освоен 1 миллиард 300 миллионов рублей. Из них порядка 300 миллионов займа выдано предпринимателям Зауралья. С начала этого года увеличилось количество заемщиков и в Сибае, что послужило поводом для открытия дополнительного офиса именно в нашем городе. Актуальные в кризисное время события сибайцы встретили вместе с почетными гостями, представителями аппарата правительства, Министерства лесного хозяйства, заместителями глав администрации муниципалитетов. В рамках этого события в бизнес-центре «Деловой мир Зауралья» состоялся круглый стол, где предприниматели Сибая и близлежащих районов узнали подробнее о микрозайме. Также участники круглого стола ознакомились с актуальной информацией об алгоритме участия поставщиков в закупках. Сегодня в Сибае был открыт еще один центр. В рамках государственно-частного партнерства в колледже строительства и сервиса состоялось открытие учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья. Выработана дорожная карта, согласно которой мы с группой компании Global Edge совместно будем строить здесь, реализовывать проект учебно-демонстрационный центр, так называемая рабочая версия, учебно-демонстрационный центр предпринимательской активности молодежи. Учебному центру это даст, ну так скажем, инновационный подход, и мы будем с коллегами совместно работать. Здесь будут происходить демонстрации, обучение, демонстрация новой техники, технологий, обучение наших студентов на новейшем оборудовании. В рамках реализации программы развития Зауралья особое внимание уделяется малому бизнесу. Это объясняется тем, что в настоящее время это тот сектор экономики, который способен создать новые рабочие места для населения, улучшить показатели социально-экономического развития региона. Одна из целей открытия учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья – популяризация бизнеса среди молодежи. Мы рассчитываем, что этот центр позволит решать и вопросы профессионального образования, развитие предпринимательских навыков у студентов, у выпускников. Ведь самое главное для начинающих предпринимателей – это, так сказать, помочь сориентировать их на начальном этапе. Помочь надо в выборе направления деятельности, направления бизнеса, который будет успешным. Надо помочь в выборе необходимого оборудования, определиться
с источниками, там, вариантами финансирования, кредитования, а также помочь выйти на рынки сбыта. Открывшийся на базе колледжа строительства и сервиса группы компании Global Edge учебно-демонстрационный центр – первый в России подобный проект. Высоким гостям показали совершенно новое современное оборудование – дерево и металлообрабатывающие станки. Как отметили присутствующие, представленное оснащение – это готовые решения для малого бизнеса. Мы планируем в дальнейшем к сентябрю месяцу обязательно организовать выставку технологий по упаковке, выставку технологий по сыпучим продуктам, по упаковке меда, что считаем достаточно важным для региона Зауралья. На сегодняшний момент мы привлекли к этой работе и конкретных потребителей готовой продукции. Здесь представлены стенды московской компании, которая с большим успехом продвигает павильоны, которые находятся уже в парке Горького, в других регионах России. И сегодня наше сибайское предприятие «Лесинвест» имеет потенциальный заказ на 100 павильонов. Вот первый пробный заказ мы уже получили. Недорогие, доступные начинающим предпринимателям станки могут изготавливать изделия, которые сегодня востребованы на рынке региона, такие как малые архитектурные формы, элементы интерьера, корпусная мебель, двери, окна. На базе учебно-демонстрационного центра в будущем можно создать реальные проекты бизнеса. Здесь можно сделать совершенно спокойно пилотный проект, если есть компания, которая хочет себе готовить специалистов и учебное заведение, то можно сделать пилотный проект для республики и в том числе для страны. Далее правительственная делегация приняла участие в семинаре совещания по вопросам развития предпринимательства в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.